Добрый вечер, дорогие наши зрители. Мы начинаем наш очередной видеоблог. Сегодня он посвящен политике США, новой администрации США на Ближнем Востоке. Значит, как мы знаем, 20 января произошла инаугурация нового президента США Джо Байдена, и многие в мире связывают с его приходом изменения в политике США в разных регионах мира. Эксперты оценивают, значит, какой будет эта политика в отношении того или иного региона. Вот прошло чуть больше недели, и уже контуры администрации начали вырисовываться. Назначенный, значит, новый госсекретарь, которым стал Энтони Блинкен, министром обороны утвержден Ллойд Остин, и человеком, который будет заниматься в Совете Безопасности США ближневосточной тематикой, Бретт Макгерк избран. Ну, сами эти назначения уже о многом говорят, потому что эти люди, они хорошо известна их позиция в отношении тех или иных проблем, в том числе на Ближнем Востоке, и поэтому уже, как мне кажется, уже сегодня можно какие-то предварительные такие прогнозы сделать, какая будет политика США на Ближнем Востоке. Сегодня я хочу поприветствовать наших гостей, мною очень уважаемых людей, которые любезно согласились принять участие в нашей передаче. Это Станислав Михайлович Иванов, старший научный сотрудник Института международных отношений и международной экономики, и старший научный сотрудник Российской академии наук, Института востоковедения Российской академии наук Владимир Игоревич Сажин. Ну, я их представил, и я думаю, что мы начнем с Владимира Игоревича. Владимир Игоревич специалист по проблемам Ирана на Ближнем Востоке, и поскольку вот отношения Иран имеет большое влияние в этом регионе, кому-то может нравиться, кому-то нет, и вот отношения Ирана с США за последние годы, они очень сильно влияют на ту ситуацию, которая сложилась сегодня на Ближнем Востоке. И поэтому я первое слово передаю вам, Владимир Игоревич. Вот, как вы думаете, какие изменения произойдут в отношениях между этими двумя странами, Ираном и США, при новой администрации? Спасибо, во-первых, организаторам за приглашение. Очень интересно в такой аудитории работать и обсуждать очень важные, я считаю, проблемы Ближнего Востока. Вот действительно, прошло всего 1 неделя с того момента, как в Соединенных Штатах новым президентом, 46-м президентом стал Байден. И, правда, как полагают многие политологи, внешняя политика Байдена не будет главной в его политической деятельности. Но в то же время ему придется решать многие вопросы, которые он унаследовал от предыдущего президента Трампа, и решать, наверное, не так, как решал бы его предшественник. И вот, конечно, много вопросов стоит и еще станет перед Байденом на Ближнем Востоке. Вообще специфика момента вот всего ближневосточного региона заключается в том, вот куда бы сейчас ни бросил свой взгляд новый президент США, на проблему американо-арабских отношений, американо-израильских отношений, на палестинско-израильский конфликт, на ситуацию в Йемене и Ливане, Сирии, Ираке, Афганистане, Курдистане, в Персидском заливе. Везде его взор упрется в Иран. Поскольку Тегеран, в общем-то, распространил свое влияние практически в разной степени, конечно, на весь Ближний Восток.
И в этих условиях, когда Байден с самого начала неоднократно утверждал о необходимости политико-дипломатического решения иранской проблемы, в общем-то, он обречен на диалог с Ираном. И здесь надо сказать, что вот состав правительства, вы уже, господин Абиев, говорили об этом, многие состав правительства, состав администрации Байдена так или иначе при президенте Обаме работали в направлении Ирана. И, в общем-то, была их заслуга, что совместно всеобъемлющий план действий был все-таки принят. И в этих условиях, конечно, вопрос об отношениях Соединенных Штатов и Ирана, я считаю, очень важным. И вот между вообще в Иране так много различных проблем, и возникли завалы, если так можно сказать, из камней преткновения. И вот и на западе Европы, и в Соединенных Штатах, в общем-то, все согласны, что это, во-первых, права человека в Иране, деятельность Ирана в регионе, которая многим не нравится, ракетная программа и ядерный проект иранский. Но все же из всех этих 4 основных проблем ни у кого не вызывает сомнений, что ядерная составляющая всех иранских проблем является первостепенной, имеющей к тому же глобальное значение. Решение проблемы, вот, я так думаю, иранского атома не только стабилизирует режим нераспространения ядерного оружия, но откроет перспективы и конкретные пути, если не полного и окончательного решения вот остальных проблем, о которых я говорил, но и для обсуждения выработки взаимопонимания в позициях вот Ирана, Соединенных Штатов, что, в общем-то, в будущем снизит свою напряженность. И, конечно, вот на сегодняшний день можно сказать, что в этой иранской ядерной проблеме главное – это реанимация СВПД, то есть совместного всеобъемлющего плана действий. И самое главное, что и в Тегеране, и в Вашингтоне, в общем-то, заинтересованы в реанимации СВПД. Почему? Потому что, например, санкции Соединенных Штатов, которые ввел президент Трамп, совершенно душит иранскую экономику. И, конечно, без снятия санкций экономические и социальные перспективы Ирана будут очень и очень сложные. И, безусловно, первая сейчас задача Тегерана – это сделать все возможное, чтобы снять эти санкции. Ну, у Вашингтона задача для того, чтобы вернуть Соединенные Штаты в общую команду, которая занималась, ну и какой-то частично сейчас занимается вот ядерной проблемой Ирана. И, но, к сожалению, вот 8 мая 2018 года Трамп, я бы назвал, нанес нокаутирующий удар по этой совместному по всеобъемлющему плану действий. И ровно через год Тегеран ответил на это и начал поэтапный процесс постепенного сокращения выполнения требований, установленных ядерным соглашением. Что сделал Трамп? Ну, я просто скажу, что в соответствии с СВПД основные
ядерные объекты должны быть перереформированы, чтобы у Ирана не было возможности создавать, даже возможности создавать ядерное оружие. Я имею в виду это ядерный центр Натанс, ядерный центр Фордо и тяжеловодный реактор в Араке. И там должны, значит, были работать совместные группы рабочие, которые бы приводили в соответствии с СВПД вот эти 3 главных ядерных объекта Ирана. То есть, например, в Натанзе должны быть сокращены количество центрифуг, и там должны были быть только центрифуги первого поколения ИР-1. Фордо должен был быть переоформлен, переформатирован в научно-исследовательский центр, где не было бы, так сказать, обогащения урана. Что касается тяжеловодного реактора в Араке, то по своему проекту этот реактор мог вырабатывать до 10 килограммов оружейного плутония, что, в общем, достаточно для 2 или 3 даже ядерных зарядов. То есть в соответствии с СВПД там должны, так сказать, сократить мощности, и производительность этого объекта сократилась бы до 1 килограмма всего. То есть все это было бы находилось под контролем МАГАТЭ. Так вот, Трамп вывел своих ученых, своих специалистов с этих объектов. И, соответственно, когда Иран приступил к постепенному отходу от требований СВПД, все стало постепенно возвращаться на круги своя. То есть все эти 3 объекта вновь становятся теми, которые были до СВПД. Это, так сказать, довольно неприятная вещь. Кроме того, за эти, будем говорить, вот с 2019 года, значит, за 2,5 года, Иран, в общем-то, в своей ядерной деятельности, в общем, вышел на уровень до СВПД, а по некоторым показателям даже превысил этот уровень. Так постоянно увеличивается число задействованных центрифуг. Вот. Из этих центрифуг формируются все новые и новые каскады. Вводятся в строй в настоящее время, я имею в виду, новейшие, более совершенные центрифуги ИР-2, ИР-4, ИР-6. Все это запрещено СВПД. Повышается уровень обогащения урана. Вот Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67%. Они сразу же стали обогащать до 4, чуть больше процента, а сейчас, с начала января, уже перешли на 20%. Здесь я должен сказать, что вообще вот урановая руда, она имеет обогащение, то есть всего 0,7%. И для того, чтобы получить такую производственный уран, его нужно обогащать, ну, будем говорить, сначала до 5%, там неважно, 3,67-5%. На этих уранах работают приблизительно большинство атомных электростанций. Следующий этап – это 20%. 20% – это уже работают научно-исследовательские реакторы и некоторые реакторы на подводных лодках. И следующий этап – это 60%. Это уже как бы подготовка к оружейному урану. И последний этап – это 90% обогащения, ну, плюс-минус, там возможны варианты.
около 90% обогащения, из которого, собственно, получается и ядерный заряд. Но здесь опять должен сказать, что вот о чем я говорил сейчас, обогащение. То есть в центрифугах работает газ. И для того, чтобы этот газ, собственно, из газа сделать бомбу нельзя. Его надо перевести, даже 60%, 90% в металлическое состояние. И уже после этого можно делать или топливные элементы для станций или для реакторов, или же ядерные заряды. Так вот, впервые, вот последние данные есть, что впервые Иран стал получать в промышленном плане, получать вот этот вот металлический уран. Это большой шаг, так сказать, в ядерном движении Ирана. Кроме того, за эти 2,5 года Иран увеличил объем допустимых запасов обогащенного урана в 12 раз. То, что было, значит, разрешено ему по СВПД. В 8 раз возросло производство желтого кейка. Желтый кейк – это, в общем-то, урановый концентрат, который получается из руды. И вот на основе желтого кейка как раз происходит обогащение уже газа в центрифугах. То есть получается, что Иран во многих аспектах своей ядерной программы уже превзошел уровень 2015 года. Интересный момент, что 1 декабря прошлого года Меджлис ратифицировал в качестве закона стратегический план противодействия санкциям. И уже 2 декабря, на следующий день, этот закон был одобрен наблюдательным советом, исламским наблюдательным советом, то есть практически вступил, так сказать, в действие. И он, во-первых, этот закон, этот план стратегический, он подтверждает вот ту всю активизацию ядерной программы, о которой я говорил, активизацию, которая произошла после 2019 года, после мая 2019 года. И кроме этого, говорит о необходимости наработки не менее 120 килограммов 20% урана в год, его накопление постепенно. А также использование не менее 1000 центрифуг уже новых поколений. Причем в Натанзе, где тоже, в общем-то, все должно быть сокращено. И надо сказать, что уже 4 января вот, в Иране объявили о начале процесса обогащения урана уже до 20%. И уже на следующий день получены первые результаты. И в Организации атомной энергетики Ирана уже заявили, что мы можем, то есть Иран способен обогащать уран свыше 40, 60 и даже 90%. И один из сотрудников этой организации, так сказать, уточнил, что если будет необходимость использования такого урана в других областях, то вполне возможно мы будем это делать. Правда, он не объяснил, какие эти области, военные или не военные. Владимир Игоревич, извините. Да. То есть я сам физик по образованию и понимаю вот эти все этапы, да, вот к чему это ведет. И насколько я понимаю, Иран приближается фактически к созданию уже своего ядерного потенциала, ядерной бомбы своей. Вот это, вот как это, значит, как это, к этому противодействовать, да, вот, как на это будет смотреть Израиль, арабские суннитские государства и вообще вот окружающие. Я, насколько знаю, вот и Турция начала задумываться над тем, чтобы свою там, это вот приведет к дестабилизации фактически, да, ситуации. И несмотря на то, что, это мое личное мнение, несмотря на то, что новая администрация США, она как бы делает шаг навстречу, чтобы вернуться, да, вот к этому
ядерному соглашению. Не поздно ли вот это все? И не может ли вот эта активность и продвижение Ирана в сторону вот, получения своего ядерного, ну, действительно привести ну, непредвиденным значит, событиям? Вот Я знаете, почему это, знаете, да. извините еще раз, дело в том, что вот, ну, поскольку у нас аудитория курдская, я хочу им объяснить, что вот Курдистан, он находится в центре Ближнего Востока, и все, что происходит вокруг, это, естественно, отражается и будет отражаться на ситуации в самом Курдистане. Правда, ну, курды, они сегодня не могут так сильно влиять, чтобы что-то изменить, но на них это все будет влиять. И поэтому вот ваш вот этот рассказ о том, что Иран фактически приближается вот к этой границе, он должен ну, заставить всех задуматься, а что дальше, и какая будет реакция на все это. Вы знаете, мое личное мнение, что действительно Иран очень активизировал, я вот, собственно, показал это на конкретике, но мне все-таки кажется, я уже говорил об этом, что главная задача Тегерана – это снять санкции. И в том числе и верховный лидер Аятолла Хаменеи, он понимает, что без санкций движения вперед не будет. И поэтому вся вот эта игра, ядерная игра Ирана, мне кажется, идет в преддверии тех процессов, которые состоятся между Вашингтоном и Тегераном. То есть, мне кажется, в Тегеране понимают, что диалог будет, и в Вашингтоне понимают, что диалог будет. Так вот, Иран набирает как можно больше козырных карт для того, чтобы сесть за стол переговоров, имея определенный за спиной практический базис ядерный. Если говорить о том, что, в принципе, вернуть все назад, это не так займет много времени. Теперь, насколько продвинулся Иран к бомбе. Вот американские, в том числе и физики, они говорят, что да, действительно, он стал ближе, чем в 2015 году был. Но я не думаю, что это произойдет там, через год или через два. Все-таки, тем более создание ядерного оружия. Я просто хочу напомнить, что Пакистан произвел подземный ядерный взрыв, ядерного устройства. А сделать боеголовку к своей ракете он смог только почти через 10 лет. То есть здесь вопрос о обладании Ираном ядерного оружия, это вопрос очень такой дискутивный. Но все-таки вот эта опасность совершенно существует. И вы правильно заметили, что ни Израиль, ни арабские страны, прежде всего Персидского залива, ни, конечно, Соединенные Штаты не дадут Ирану в любом случае подойти уже совсем близко к обладанию ядерного оружия. И это может закончиться очень трагично для всего региона, потому что вполне вероятно, если Иран будет продолжать в том же духе идти вперед по своей ядерной дороге, то, конечно, прежде всего Израиль нанесет удар. Войны такой в общем понятии, там, с высадкой десанта и прочее не будет. Это будут воздушные ракетные удары прежде всего. Но все равно это война. И, конечно, в этом большая опасность. И это понимает и Байден, безусловно. И он вот в сентябре прошлого года, еще будучи кандидатом, он дал такое расширенное интервью телекомпании CNN, где он там все разложил по полочкам. Он не говорил, что он пойдет на какие-то компромиссы абсолютные с Ираном. Он сказал, что, во-первых, первое, что он, так сказать, на чем он
акцентировал внимание, он сказал, я возьму на себя непоколебимое обязательство не допустить приобретения Ираном ядерного оружия. Во-вторых, я предложу Ирану надежный путь обратно к дипломатии. Если Иран вернется к строгому соблюдению ядерной сделки, Соединенные Штаты присоединятся к соглашению в качестве отправной точки для последующих переговоров. Последующих переговоров о чем? Это опять-таки о ядерной программе Ирана, но не только. И о ракетной программе, и о, как американцы называют, поведении Ирана на Ближнем Востоке, и, возможно, по правам человека. Ну, это в основном европейская, в общем-то, идея. Да. И поэтому, вот, кроме того, он сказал, мы продолжим противодействовать дестабилизирующей деятельности Ирана, которая угрожает нашим друзьям и партнерам в регионе. И в том числе и в защиту Израиля. Он об этом неоднократно говорил. Поэтому здесь нельзя говорить однозначно, что это будут легкие переговоры. Теперь я уже говорил, что и США, и Иран сейчас, в общем-то, готовы к какому-то сближению вот, в ядерной сфере. Но аятолла Хамнеи, он говорит, переговоры с США возможны только по ядерной проблеме. Больше ни о чем. Говорить не о чем. Это первое. И второе. Вот вроде бы разные подходы, понимаете? Если Байден говорит, вот сначала Иран начнет возвращаться в рамки СВПД, а потом мы будем снимать санкции. Аятолла Хамнеи говорит, нет, сначала вы снимаете санкции, потом мы будем возвращаться к 2015 году. Да, так он вот это сказал, главное противоречие. Да, Хамнеи, он сказал, что как только США вернется к этому соглашению, через час мы тоже, значит, буквально через час мы сделаем. Нет, вы знаете, он что еще говорил интересное? Нам, в общем-то, говорит, все равно, вернется Соединенные Штаты в это соглашение или не вернутся, нам все равно. Самое главное, чтобы с нас сняли санкции. Да. Вот это главное. Да. И здесь я еще хочу добавить, здесь есть несколько вариантов дальнейшего развития, и об этом, кстати, говорят тоже. Байден никогда не отрицал, что те санкции, которые были наложены Трампом, они будут ту же самое моментально сняты. Нет, многие, в том числе и политики, и политологи в Соединенных Штатах, они говорят, нет, надо использовать вот эти самые санкции для того, чтобы направлять Иран к деятельности по снижению вот своего ядерного уровня. Вот. Есть другой вариант, что, как называют, step by step, то есть постепенно. Значит, что-то делает Иран, например, замораживает производство, обогащение урана, накопление урана. Американцы в ответ на это разрешат определенную сумму разморозить из тех счетов, которые были заморожены раньше. И так далее. Вот step by step. Кстати, вот этот метод step by step, он был опробован еще в 2011, 2012, 2013 годах и, в общем-то, довольно успешно. Поэтому здесь говорить, наверное, Байден будет использовать все методы, все варианты для того, чтобы, так сказать, нацелить Иран на снижение уровня ядерного развития своего. Да. Но это будет очень сложный и длительный процесс. Да, Владимир Игоревич, спасибо за ваш такой обстоятельный. Да, действительно, вот это противостояние США и Ирана по ядерной, значит,
значит, программе, оно, конечно, главное, но кроме этого вы тоже отметили, что есть целый ряд других проблем, вот в частности противостояние или соперничество между США и Ираном, вот в частности в Ираке, в том же тоже Сирии и вообще в регионе. Я думаю, мы сейчас передадим слово Станиславу Михайловичу, а потом опять к вам вернемся уже вот по этим, кроме ядерной, так сказать, составляющей, вот по другим вопросам. Станислав Михайлович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, рад друзья. вас еще раз видеть. Вы тот человек, который прекрасно осведомлен о тех событиях, которые происходят на Ближнем Востоке. В частности, я так считаю, что вы один из тех, который наиболее объективно знает ситуацию с курдами, там что происходит. Спасибо. Поэтому я хочу вот в этом плане, значит, чтобы вы свою позицию высказали по тому, как вы видите, значит, приход новой администрации США, как это отразится на политике США вот в регионе, в частности в Ираке, в Турции, там, в Сирии. Вот, ваше мнение вот по этим вопросам. И предварительно мы говорили, наша постоянная, ну, наша коллега Аза Авдали, она вот задавала вопрос о Турции, я вам его, значит, зачитывал. Да, на это тоже, если ответите, я буду вам очень благодарен. Попробую. Юрий Ильич, если позволите, маленькую реплику, вот как бы итог вот, ну, со стороны моей по отношению к Ирану, американским отношениям. Вы знаете, вот как я вижу, мне кажется, что вот этим выходом из СВПД, из ядерной сделки с Ираном, Трамп, по сути дела, дезавуировал, ну, не только саму сделку, но всех остальных участников сделки, европейские государства, Китай и Россию, ну, оставил вроде статистов, что ли. Вот другим странам ничего не остается, как наблюдать со стороны, как вот сейчас эти два, будем говорить, государства, Иран и США, ну, как вот, если взять, ну, фигурально, что ли, на узком мостике два баранчика, вот они столкнулись, и кто кого, понимаете? А остальные участники сделки ничего сделать не могут. Они не могут ни вводить санкции, ни отменять санкции, ничем помочь не могут. Они оказались как бы отрезанными. Американцы взяли на себя вот роль шестерки. Ведь сколько лет понадобилось добиться вот этого трудного, взаимовыгодного соглашения, когда пришли к консенсусу, и это было большим шагом в деле вот стабилизации ситуации в Персидском заливе, вообще в регионе. И теперь, получается, чуть ли не с нуля начинать надо, как вот сказал уважаемый коллега Владимир Игоревич, нас отбросили к 2015 году. Вот я думаю, что Байден все-таки будет более прагматично, он же дипломат с большим стажем, у него большой стаж работы в парламенте. Я думаю, что все-таки найдут пути и способы возвращения в эту сделку. А я бы на месте Трампа, прежде чем хлопать дверь и вот так выходить, не удовлетворяет вас эта сделка, проводите дополнительные переговоры, двусторонние, или опять в формате шестерки, и по ракетной программе, и по распространению там этого шиизма в регионе. То есть все другие проблемы можно было решать, не разрушая СВПД, а дополнительно к СВПД. И вот сейчас мы оказались, видите, действительно в ситуации, которая была много лет назад, и многие вещи, и доверие нарушено, и договор разрушен, и санкции, и антисанкции, да еще в условиях пандемии коронавируса, в условиях падения цен на нефть и так далее, это все усугубляется и финансовым кризисом, экономическим кризисом, социальной напряженностью. Не только в Иране, там, на Ближнем Востоке, в тех же Штатах не так просто. Поэтому я, например, за то, чтобы как можно раньше эту сделку
восстановить, а дальше уже вести переговоры. Теперь, что Станислав, касается вашего вопроса по политике США Байдена в Ираке, в Сирии, и вот как Аза Авдали спросила по отношению к Турции. Что касается Ирака, здесь более-менее прозрачно, ясно, поскольку, как уже упоминали, мы перед нашим эфиром министр обороны работал там в качестве главнокомандующего, имеет большой опыт министр обороны США. Я думаю, что ему и карты в руки. Госсекретарь тоже имеет опыт работы на этом ближневосточном направлении. Поэтому я думаю, что Ирак, политика США на иракском направлении не претерпит значительных изменений. Ну, особенность такая. Вот некоторые ожидают, что, может быть, учитывая, что Байден имеет особые отношения и с Масудом Барзани, и с курдами, что, может быть, он как бы поспособствует отделению Курдистана или как расчленению Ирака. Вот. Я не думаю. Все-таки в интересах, если взять США, сохранить Ирак как государство, поскольку расчленение его вот на две части, там Курдистан и Арабистан, или даже на три, Курдистан, Суннитостан и Шиитостан, он дает возможность Тегерану установить, будем говорить, полный контроль над Багдадом, над шиитской частью, и после этого это станет как бы действительно плацдармом, форпостом там Ирана в регионе. Ну, по сути дела, Ирак соединится с Ираном. Американцам это не выгодно. Поэтому они будут стараться сохранить вот этот статус-кво, чтобы в Багдаде были представлены и сунниты. Ну вот как сейчас по распределению премьер-министр шиит, возглавляет парламент суннит и президент страны курд. Ну что-то по типу вот ливанскому. Консенсус такой. Он американца устраивает. То есть с помощью курдов, с помощью суннитов оказывает давление на центральное иракское правительство. Вот. А что касается там борьбы с исламским государством, это сейчас уже как бы не на первом плане. Это скорее как предлог для того, чтобы оставаться вооруженным силам США, сохранять свои базы в Ираке и в какой-то мере вот сдерживать военное присутствие Ирана в этой стране. Ну и не дать его превратить в там мост, там транзитный коридор в Сирию, туда, в Ливан, как называют некоторые, шиитская дуга, шиитский полумесяц. Вот, очевидно, Байден продолжит эту политику. Ну и в целом, если говорить о внешней политике США, президенты меняются, но есть общий курс, который будет сохраняться. Вот. Там у них политика сдержек и противовесов, и Конгресс, и Сенат, и различные лобби, и военно-промышленный комплекс. Ведь Ирак покупает значительное количество современных вооружений США. Вот. Поэтому я думаю, что в отношении Ирака серьезных таких изменений при правительстве Байдена не будет. Что касается Сирии, там посложнее. Вот. Трамп сократил присутствие американских войск, в какой-то мере уступил часть территорий курдских, где раньше вот курды контролировали, в пользу Турции. Ну, Африн, тут об Африне, административном районе, говорить не приходится, поскольку американцы там не присутствовали. Это район, в общем-то, был курдской автономии, Рожавы, и турки сравнительно легко его оккупировали, провели геноцид там курдского народа, изгнали десятки тысяч курдских семей, сейчас заселяют его арабами, в том числе беженцами, которые проживают у них в лагерях, и часть радикальных исламистов из Идлиба, вот из других территорий, они перебрасывают, создают там свою администрацию и так далее. Вот. А вот что касается Рас-аль-Айна и вот
тот плацдарм. Здесь, конечно, американцы могли сохранить. Вот. Но Трамп не стал бодаться, не стал, говорится, бороться за эти там квадратные километры, а тем более Россия заключила с Турцией вот договор о совместном патрулировании там границы. Байдену, то есть Трамп уступил. Общее количество вооруженных сил там осталось несколько сот военнослужащих, в основном армейской авиации и спецназ, вот, и небольшая база на юге. Вот. Остальные вот на восточном берегу Ефрата в основном поддерживают так называемый демократический альянс, союз курдских ополченцев с арабскими племенами восточного берега реки Ефрат, и не дают возможности правительственным войскам и проиранским силам переправиться на другой берег Ефрата и взять под контроль нефтяные месторождения, скважины и так далее, на которых, собственно, и создается бюджет вот этих племен и курдов, которые проживают в этих районах, в том числе и Рожава. Поэтому я думаю, что Байден сохранит вот этот контроль за этим районом, и не исключено, что даже и окажет более существенную помощь сирийским курдам, как бы сохранить их от режима Асада, как они считают, нелегитимного, и в то же время защитить их от экспансии Турции. Вот. Что касается Ирана, Иран активных боевых действий против курдов не ведет, вот, и поэтому здесь такого прямого столкновения американцев или вот курдских повстанцев, Демократического союза с иранскими, проиранскими силами не будет. Был эпизод, если мы помним, вот в феврале, по-моему, 2018 года, когда была попытка колонны вот таких проиранских сил, кстати, с участием и ЧВК Вагнера, захватить какой-то газоперерабатывающий, нефтеперерабатывающий завод. Но вот там американцы оказали огневую поддержку и пресекли. Сейчас вот этот статус-кво сохраняется. Я думаю, Байден будет поддерживать вот этот статус-кво. По сути дела, Сирия, хотим мы того или не хотим, разделена на анклавы. Вот проиранская центральная часть, Идлиб, Алеппо, северные районы, протурецкая часть, и вот восточный берег, где-то в какой-то мере курдская проамериканская часть. Очевидно, вот этот, условное деление Сирии сохранится, и американцы не будут стремиться и к свержению Асада военным путем, и выдавливанию оттуда Ирана военным путем, но и в то же время не дадут поглотить правительственным войскам Ирану вот эту курдскую автономию, и те анклавы, которые образовала там Турция. Это вооруженные оппозиции вместе с радикальными исламскими группировками. Они известны, там Джабха ан-Нусра и им подобное. Вот. Я думаю, что вот этот баланс сил, что ли, он пока устраивает. Если взять вот по численности населения, мы знаем, что до 2011 года, до начала арабской весны, в Сирии проживало около 21 миллиона человек. Так вот сейчас на территории, контролируемой Асадом, осталось около 6-7 миллионов. Это примерно третья часть от довоенного населения. Около 7 миллионов проживает в лагерях беженцев, в палаточных лагерях. В основном в Турции, в Ливане, в Ираке, в Саудовской Аравии, сопредельных государствах. Где-то 800 тысяч удалось переместить в Европу. И примерно 7 миллионов проживает на вот тех территориях, которые назвал, восточный берег реки Ефрат. И, будем говорить, неподконтрольные Асаду территории, которые контролирует Турция. Это Идлиб, Алеппо и вот северные районы. Поэтому вот этот, что ли, раздел, раскол, распад Сирии, он в какой-то мере, я думаю, будет Байденом сохраняться, поскольку это компромисс, лучше, как говорится, плохой мир, чем хорошая война. Вот. Но
давать вот Ирану замкнуть вот здесь вот эту шиитскую дугу или шиитский полумесяц с выходом в Ливан, там через Хезболлу, на Средиземное море и так далее. Ведь у Ирана были планы создать в Латакии военно-морскую базу, там, Да. вот и так далее. Вот этого американцы, конечно, не допустят. Теперь, что касается вопроса уважаемой Азы Авдали. Ну, надеяться на то, что Байден как-то повернет Эрдогана в нужное русло, не приходится. Дело в том, что Эрдоган, он человек, как говорится, эксцентричный, со своими, как говорится, особенностями. Вот. И он уже имеет какие-то, ну, имидж, обязательства перед своими избирателями, электоратом. Вот. Страна, как пишут вот корреспонденты, зеленеет. Исламизация идет уже не первый год. Кемализм отступает, светскость, да? Светскость. И вот остановить вот что ли движение в этом направлении вряд ли Байдену удастся, и я не знаю, насколько это будет целью его правления. Вот. Другое дело присоединиться к Европе и более тесно сотрудничать, в отличие от Трампа, вот, по оказанию такого, ну что ли, давления на Эрдогана в отношении прав, соблюдения прав человека, в отношении вот его, ну, членства в НАТО. Вот. Я не знаю, там, какие у них записаны правила, какие законы. Там можно закупать вооружение, диверсифицировать свою как бы военную мощь за счет закупки там в других странах. Вот. Насколько это нарушает, вот, допустим, приобретение С-400, там, единство рядов НАТО. Вот это они будут сами решать. И, очевидно, Байден будет действовать, ну, в тесном взаимодействии с Евросоюзом, с ОБСЕ и с натовскими генералами. Вот. Здесь, если и будут какие-то вот санкции, вот как там, допустим, сворачивание совместного производства там, истребителя с Турцией, то это будет все проходить именно вот в тесном взаимодействии с европейскими партнерами. Потому что все равно Турция остается страной НАТО, южный фланг. Вот. Что касается там выдачи оппозиционера Фетхуллы Гюлена, я думаю, вот Трамп дал какую-то надежду, но Байден, он привержен демократическим ценностям, там всему прочему, и вряд ли этот вопрос Эрдогана там получит свое развитие. Вот. Поэтому, ну, будем говорить так, по отношению к Турции стратегический курс США и НАТО не изменится, но какие-то нюансы, какие-то конкретные договора, сделки могут быть ужесточены, поскольку Байден, он считает себя демократом, считает себя сторонником вот такого мирового демократического, так сказать, развития, а у Эрдогана вот эти диктаторские замашки и в регионе, в той же Сирии, как он ведет себя по отношению, ну, вот и к курдскому народу, да и, в общем-то, по отношению к населению тех районов, которые он оккупировал. Дальше у себя в стране, ну вот взять там расправу над военными, над госслужащими, вот там явно он перегнул палку. Получается, как на последних выборах его поддержал 51%, а 49% проголосовал против. То есть очень такой хрупкий баланс сил в Турции. Вот. И, безусловно, американцы, Байден будут отстаивать все эти демократические ценности. В том числе и вот, что касается религиозных там всех этих дел, исламизации Турции и так далее. Вот. Ну, что касается там лагерей беженцев и способности Турции стать вот надежным, что ли, заслоном или щитом от нелегальной миграции в Европу, здесь тоже Байден будет поддерживать своих партнеров по Евросоюзу.
И здесь тоже будет Эрдогану гораздо сложнее, вот, так сказать, угрожать европейским странам в том, что он там откроет шлюзы, если ему там не дадут достаточное количество евро, миллиардов евро на содержание беженцев и так далее. Вот, поэтому, вот, что касается все-таки американо-турецких отношений, я думаю, что они сохранятся, они будут по-прежнему носить партнерский, союзнический характер, но какие-то формы давления, вот чтобы Эрдогана, как говорится, направив в нужное русло и по внутренней политике, вот, будем говорить, дистанцироваться в какой-то степени вот от России в плане военных поставок. Вот. Ну и я думаю, что Байден может сыграть более активную роль в решении Нагорно-Карабахского конфликта. Потому что то, как повела себя Турция вот в последнюю войну в Нагорном Карабахе, когда она оказала не только большую военную и военно-техническую помощь, но и накануне в течение там, года-двух подстрекала, по сути дела, азербайджанские власти именно к военному пути решения этого конфликта. Вот. Я думаю, что Байдену это не понравится. И вот здесь, я думаю, можно ожидать, что Америка попробует играть тоже более активную роль и в рамках вот этой Минской группы ОБСЕ вместе с Францией вот, вернуть себе какое-то, как говорится, право голоса и часть, и будет оказывать давление на Турцию, чтобы она вот, ну, воздерживалась от таких вот агрессивных, односторонних, что ли, шагов в отношении Армении. Ну и вот такие есть более мелкие там, ну, региональные проблемы вот по отношению к Кипру, Греции, там, к разработкам нефти, газа на шельфе, дальше к событиям в Ливии. Я думаю, что здесь вот Байден будет играть более активную роль и как дипломат, и как человек, имеющий влияние и опыт работы с Конгрессом, с Сенатом. Вот будет все-таки, где это возможно, сдерживать Турцию и, может быть, даже бить по рукам, где это вот возможно. Поэтому здесь вот, я думаю, что уважаемая Азавдали, она права. Потому что исламизацию Турции не остановить, но вот эти вот чрезмерно агрессивные действия Эрдогана, который уже превратился в какого-то регионального монстра. Видите, он провоцирует и Израиль через эту группировку Хамас, у себя открывает штаб-квартиру. Он и вот эту флотилию, помните, послал к берегам, но это явно был провокационный акт такой. Вот. Он и в Ливии там корабли уже приводят, с кораблей обстреливает там позиции Хафтара и так далее. Вот. Он, ну, я говорю, в Сирии мы уже упоминали. Но и еще мы не сказали, что он и на севере Ирака ведет себя довольно развязно. Ведь ракетно-бомбовые удары, артиллерийские минометные обстрелы, вместо каких-то точечных операций, ведь под его карательные эти акции попадают не только сирийские, но и иракские курды, и там десятки, если не сотни деревень разрушены вдоль границы. И десятки тысяч курдских семей уже в Ираке вынуждены из этой пограничной полосы с Турцией перемещаться тоже в лагеря беженцев и так далее. Вот взять тот же Синджар, Шангал, ведь там тоже Турция пытается вмешиваться. Вот. Ну, не говоря о ее такой, ну, что ли, двойственной роли с рабочей партией Курдистана. С одной стороны, она использует деятельность рабочей партии Курдистана, этой турецкой партии, в качестве предлога для вмешательства в дела Сирии, Ирака. Вот. А с другой стороны, мы все видим и знаем, что и в руководстве этой партии там уже больше этнических турок, чем курдов. И она ведет активную работу по линии спецслужб, ну, в какой-то мере провоцирует вот эти вот конфликты и использует рабочую партию Курдистана как какой-то жупел, как вот предлог для вмешательства во внутренние дела.
уже не только Сирии, но и Ирака. Поэтому я думаю, что Байден здесь как раз вот будет, в отличие от Трампа, который, ну, не политик он был бизнесмен, он человек, говорится, другой формации, другого склада ума. Вот, надо отдать ему должное. Вот если так говорить, на Ближнем Востоке, что ему удалось? Ну, ему удалось сделать прорыв в отношениях между Израилем и арабскими странами. Ведь после заключения договора Египта и Иордании прошло там десятки лет, уже мир, вот это арабско-израильское противостояние как бы зашло в тупик. И от этого страдали все. И вдруг два таких крупных государства, Бахрейн, Арабские Эмираты, а сейчас вот речь идет и о Судане. То есть ну, он добился того, что арабо-израильское противостояние отошло как бы на второй план, но в то же время спровоцировал теперь новое противостояние с Ираном. Ведь вы вспомните, с чего он начал свою деятельность. Первый зарубежный визит был в Эр-Рияд, где он выступил там на 3 саммитах, с королем встретился в Саудовской Аравии, потом на организации арабских государств Персидского залива и на саммите Организации исламского сотрудничества. И на всех 3 саммитах он назвал прямо наряду с ИГИЛ террористом там номер 1 Иран, с которым надо бороться, так же как с ИГИЛ. Вот. И последующие его шаги, когда он объявил корпус стражи исламской революции, террористической организации, когда вот это, по сути дела, осуществил акт государственного терроризма, убил Касема Сулеймани. Вот. Это, ну, в определенной мере, ну, не только испортило отношения США с Ираном, но и образовало вот такой, ну, фронт или как основное, что ли, противостояние в регионе уже не между Израилем и арабами, а внутри ислама, между шиитами и суннитами. То есть вот это противостояние было во многом спровоцировано. И мы видим, что идут вот эти тлеющие войны. И хуситы воюют в Йемене, и в Ливане Хизбалла, и в Сирии вот алавиты, это тоже ветвь шиитская, так? Ну и в Ираке периодически взрываются там зеленая зона, в Багдаде теракты осуществляются. Хашта-Шаби, эти шиитская милиция, проводят свои операции по всей стране, сунниты ответные, вот и так далее. То есть вот вместо того, чтобы одновременно с налаживанием отношений между арабами и Израилем попробовать добиться какого-то смягчения конфронтации между вот монархиями Персидского залива, арабским и Ираном, вот он взял курс на прямую конфронтацию. И сейчас мы пожинаем плоды. Ядерная сделка сорвана, просудила на грани войны. Вот танкеры взрываются, вы помните, хуситы пускают ракеты чуть ли не по Рияду. Вот. Это такая вот вялотекущая война, но она никому не нужна. Тем более в этом регионе, где вот Ормузский пролив, хоть сейчас нефть уже и газ не главное, но немножко отходит на второй план, но тем не менее, там до половины мировых запасов нефти и газа. Вот. Сжиженный газ идет из Катара, а нефть идет из других стран. И вот в этом регионе вот эти военные игры, они как раз, особенно в период пандемии, в период вот тяжелого финансово-экономического, они бьют по всему, как говорится, мировому рынку. И сейчас, вот, может быть, Байден все-таки будет проводить более гибкую позицию. То есть меня спросили, вот, что бы вы сделали на месте Байдена? Я бы посадил за стол, вот, как он сделал Нетаньяху и этих руководителей Бахрейна и Эмиратов, а я бы посадил иранского аятоллу Хаменеи, короля Саудовской Аравии, вот, ну и, может быть, того же Эрдогана. И сказал: ребят, давайте жить дружно, давайте подпишем соглашение о безъядерной зоне, давайте подпишем соглашение, демилитаризация региона. Одним из пунктов я беру на себя, допустим, США,
что ни один авианосец, ни одна авианосная группа, ни один военный корабль в Персидский залив не зайдет. А вы, пожалуйста, ракетные программы свои, и арабские страны, и Турция, и Иран, равновелико, пожалуйста, заморозьте и сокращайте, правильно? Вот этого, к сожалению, вот до сих пор не было. И я считаю, если мы хотим серьезно говорить о заключении какого-то долговременного мирного соглашения в этом регионе между Эр-Риядом и Тегераном, то это должна быть сделка, ну, как минимум двусторонняя, а лучше трехсторонняя, с привлечением Турции. Да. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Станислав Михайлович. Вы очень подробно все рассказали. Я хочу сейчас опять вернуться к Владимиру Игоревичу. Вот с таким вопросом. Вот, влияние Ирана в Ираке. Насколько оно может измениться, если будут вот более-менее нормализованные отношения между США и Ираном? Это один вопрос. И второй – это вот сама внутренняя ситуация в Иране, насколько этот режим, ну, как говорится, крепко стоит на ногах. Потому что я почему этот вопрос задаю, потому что мы знаем, что обычно демократические администрации в США, и, ну, я уже не говорю о Европе, они больше упор делают именно на демократию, права человека и так далее. Ой. Я попросил бы так очень... Кратко. Да. Да. Значит, Юрий Шамиль, что касается Ирана, я сразу начну с Ирана. Тогда я задал вопрос Игоревичу, но потом вы тоже... Я кратко, да, Владимир Игоревич поподробнее. Я вот как со стороны, что ли, вот арабистов вижу Иран. Дело в том, что рассчитывать на то, что Иран сегодня, там, через год, через 5 лет развалится, не приходится. Как бы там ни хотелось какой администрации США, я понимаю так, что многонациональный, как говорится, этнический Иран держится на шиитской идеологии. Вот раньше был король Шах. Шах как бы концентрировал вокруг себя там власть, и вокруг него держалась страна. Шаха не стало, пришли шиитские фундаменталисты. Хотим мы, не хотим, это идеология, это не просто религия. Это политизированный ислам, это идеология, которой можно держать азербайджанцев, персов, курдов, белуджей, там еще более мелкие, луры там, и так далее. Вот у них больше ничего нет. Это как бы цементирующее звено, вот эта шиитская идеология. И пока она еще себя не исчерпала, она привлекательна. Если ее отменить или ее разрушить, ну, Иран как государство может развалиться. Это первое. Второе. Что касается влияния на Ирак. На Ирак действительно влияние Ирана очень большое. Почему? Там, во-первых, изначально, когда Саддама свергли, приехали многие иммигранты, которые жили в Иране. И Иран изначально через свои проиранские группировки шиитские и ту же шиитскую милицию создавал, и спецслужбы, и в бизнес залез. Но, по сути дела, Иран стал рассматривать вот уже новый Ирак, постсаддамовский, как свою вот вотчину. И сейчас, ну, хотим мы того, не хотим, но влияние по всем линиям Ирана на вот багдадскую администрацию, на правительство все еще очень сильно. Я не хочу идеализировать, там, конечно, тоже шииты разные. Есть и патриотически настроенные, которые говорят, пускай уйдут американцы, пускай уйдут иранцы. Мы вот шииты, но мы шииты иракские. Такая группа есть. Есть проиранские, протегеранские, которые там десятками лет жили и которые связаны там всеми нитями с Тегераном. А есть прозападники, то есть шииты тоже не односторонние. Вот. Но и им вот уравновешивает суннитская все-таки оппозиция и курдская. Ну, курдская оппозиция, как мы, понимаете, половина курдов за более самостоятельный курс. Вот Барзани, его команда, правительство Курдистана.
А вот Сулеймания провинция и партия демократическая, Патриотический союз. да, талабанисты, Патриотический союз Курдистана, он ну, как-то традиционно связан и с Багдадом, и с Тегераном. И поэтому, если так, ну, как бы взять в целом, чьи позиции сильнее в Ираке, то, конечно, Иран там доминирует. Вот. Может быть, что-то при Байдене будет меняться, может быть, будет какая-то или договоренность вот с Ираном, или какие-то другие подвижки. Но пока вот хотим мы того не хотим, Багдад остается под именно центральное правительство. Извините, Владимир Ильич. Да. Ничего. Владимир Ильич, те же Прошу. ну, вот это Ирак, там Иран влияние и внутренняя ситуация, стабильность такая, и возможно ли, что вот, усилится давление на Иран уже вот с точки зрения прав человека там, и так далее. Ну, по поводу Ирака Станислав Михайлович очень все хорошо рассказал, поэтому здесь добавить совершенно нечего. По поводу внутриполитической ситуации. Да, действительно, я, вы знаете, давно уже в некоторых своих статьях сравнивал Исламскую республику Иран и Советский Союз. В этом есть доля правды. Почему? Потому что и то, и другое государство идеологизировано, идеологическое государство. И если мы говорим о главной идеологии в СССР, это ленинизм, который, в общем-то, это отросток от марксизма, если говорить по большому счету, это не совсем марксизм, то если мы говорим о шиизме в Иране, то это тоже не совсем шиизм. Это как можно назвать неошиизм или хомейнизм, потому что это интерпретация шиизма господином аятоллой Хомейни сделана, лидером исламской революции и создателем Исламской республики Иран. И он соединил шиизм и политику. Они всегда говорили и говорят, что наша идеология – это политика, наша политика – это религия. Поэтому здесь все связано. Что, если говорить о нынешнем положении? Я уже отметил в своем главном выступлении, что ситуация экономическая очень сложная. Очень сложная. То есть инфляция огромная, цены растут. И здесь получилось сразу несколько компонентов. Американцы ввели новую порцию своих санкций. После этого упали цены на нефть. И после этого началась эпидемия, пандемия, которая очень сильно ударила по Ирану. То есть сразу 3 беды. И, конечно, все это сказалось на социальном положении внутри страны. Если говорить о, так сказать, возможности, как сейчас называют, цветных революций, да, в Иране, я не думаю, что это в ближайшее время возможно, потому что здесь я со Станиславом Михайловичем не согласен, что все так сказать, с восторгом воспринимают государственную идеологию. Совсем нет. И даже наоборот. Опять-таки есть аналогия с Советским Союзом. В конце его существования какая там могла быть идеология. И здесь то же самое в Иране. Понимаете, Иран – страна, где население очень образовано. И на 1000 человек там самое большое количество имеющих высшее образование, и студентов. Поэтому, конечно, люди, которые проживают в городах, а в городах проживает большинство населения Ирана, образованная часть, они, конечно, с несколько скепсисом относятся к государственной религии. Да, нужно это делать, нужно, но что делать? Как ходили на партийные собрания, так они ходят на пятничные молитвы, понимаете? Но в душе, конечно, они далеко
далеко не такие. Я имею в виду образованная часть городского населения. Все они смотрят в основном на Запад. И поэтому, конечно, влияние западной идеологии, западной культуры чрезвычайно там. Как будет развиваться событие? Это надо все-таки начинать от экономики, которая, соответственно, дает какие-то ставит социальные вопросы и, соответственно, потом уже все остальное. Но вы знаете, что и в 2019 году, и в 2020 году были выступления практически экономического плана. Где-то там не выдали зарплату, где-то там не хватало определенных продуктов. То есть в этом вся суть. А такой оппозиции, которая бы могла совершить разрушение Исламской Республики Иран, внутри страны я, честно говоря, не вижу. Там идет серьезная борьба. И, надо сказать, особенность Ирана заключается в том, что, несмотря на то, что главой республики, главой государства, верховным главнокомандующим и духовным лидером является один человек, аятолла Хаменеи, а премьер-министр – это практически выборная, да, должность. Он является, вернее, президент, он является практически премьер-министром. Вот. Но роль парламента, она, Меджлиса, она все-таки велика. И борьба идет очень жесткая. Вы знаете, что в феврале прошлого года состоялись выборы в Меджлис, и вот эта, так сказать, группировка, как ее условно называют, либерально-реформаторская, которая, в общем, олицетворяет президент Роухани, потерпела очень сильное поражение. У них там всего из 290 мест всего только 20. Поэтому, конечно, вся полнота законодательной власти находится в руках вот консерваторов, радикалов. И, конечно, в этом плане ожидать вот президентские выборы будут в июне этого года. И, конечно, президентом станет человек не сторонник Роухани. Конечно, многие политологи говорят, что это усложнит, когда новым президентом будет радикал или консерватор, усложнит отношения и возможности работы с Соединенными Штатами. Но опять-таки я думаю, что не так. Понимаете, в чем дело? Ирану позарез нужно снятие санкций. Поэтому кто бы ни пришел к власти, кто бы не осуществлял там руководство, все равно они вынуждены будут пойти на диалог с Вашингтоном. Там будут, соответственно, разные подходы, разная тактика, разные нюансы, но суть, безусловно, останется такая. И я уже говорил, что сам верховный лидер, он не против диалога. Кстати, Станислав Михайлович, вы говорили почему-то, вот Трамп не провел диалог с иранцами по проблеме ракетной, да, по поведению Ирана на Ближнем Востоке. Экспансии на Ближнем Востоке. Это, да. Дело-то в чем? Потому что верховный лидер ни по каких условиях на никакие диалоги по этим вопросам не идет. Ракетная программа – это у них святое. Поэтому ни о каких вопросах быть не может о диалоге. Ни тогда, ни сейчас. И поэтому ситуация в экономическом, я уже говорил, что довольно сложная. Социальное положение тоже, потому что уровень жизни населения ухудшается все время. Вот.
Владимир Игоревич, а вот Станислав Михайлович отметил, что Иран, и вы сказали, что это как вот бывший Советский Союз, да? Там, как мы знаем, он там многоэтнический, там есть азербайджанцы, персы, белучи, арабы Ахваза и, конечно, курды. И, ну, насколько я информирован, ну, поскольку интересуюсь именно курдской проблемой, там довольно такое выражение идет, вот, именно, в том числе и среди вот этих национальных, я не могу сказать меньшинств, потому что, по-моему, сами персы там в меньшинстве. Вот с этой точки зрения, там, вот вы отметили экономику, да, и вот санкции. А вот эта сторона, она может тоже как-то, ну, значит, взорваться, да? В определенных условиях может. Вы знаете, я как раз работал в Тегеране, когда произошел распад Советского Союза. И иранское руководство очень испугалось этого. Очень. Почему? Потому что они боялись, что это, так сказать, даст импульс на распад по тем же самым причинам, почему от Советского Союза откололись все республики. Они очень этого боялись. И, конечно, они после этого сделали выводы соответствующие. Если говорить вот о национальном составе, то ну, не по последним данным, но данным, там, наверное, десятилетия, да, назад, персов 49% из населения. Вот. Азербайджанцев, как называют их там турки, вот, где-то около 20%. То есть в численном отношении из 82 миллионов населения, по разным данным, от 18 до 25 миллионов этнических азербайджанцев. Тем более они компактно проживают, в основном, не все, конечно, но компактно проживают на севере. Это проблема. И, кстати, там есть такие подпольные национальные организации. Некоторые из них, так сказать, выступают за создание отдельного Южного Азербайджана, другие выступают за присоединение к Республике Азербайджан. Вот. То есть там много вариантов. Что же, если говорить о других национальностях, курды, да, безусловно, это тоже серьезная головная боль у иранского руководства, но в последнее время они все-таки стараются как-то этот вопрос решить и не довести до серьезных выступлений вот, в Курдистане. Я не думаю, что вот это национально-этнический вопрос будет главным в случае каких-то процессов недовольства руководством страны. Все-таки, мне кажется, главным процессом будет это политический вопрос, социально-политический вопрос. Спасибо, Владимир Игоревич. Ну, сейчас я хочу как бы в конце нашей беседы, конечно, она очень большая, и как мы вот на предварительной встрече говорили, этот круг вопросов, касающихся Ближнего Востока, может потянуть на несколько дней разговоров об этом. Докторскую диссертацию. Да, поэтому я хочу, вот, Станислав Михайлович, вот, знаете, очень много курдов в последнее время, особенно после того, как вот Байден был избран президентом, у них появилась какая-то надежда. Почему? Потому что Байден хорошо знает курдов, он неоднократно бывал в Эрбиле, будучи и сенатором, и вице-президентом, он курировал этот регион. Это его была идея создать, так сказать, 3
в Ираке 3 вот самостоятельные, значит, федеративные единицы в свое время. И он, в конце концов, очень, как сам он говорит, что Масуд Барзани его друг. У них очень такие теплые отношения всегда были. И вот это у курдов такую надежду, что там вот, политика администрации Байдена в отношении курдов, курдского вопроса, она будет, ну, по крайней мере, более благожелательная. Это я говорю о таком настроении среди масс. Но то, что мне вот понравилось, вот и Масуд Барзани, и Нечирван Барзани, они выступили со такими, ну, у них такие выступления были, что нам не надо вот надеяться на вот то, что вот добрый дядя придет и все наши вопросы решит. Но, тем не менее, вот вы тоже в своем разговоре, в своем выступлении отметили, вот в частности в Сирии, там посредничество американцев, они пытаются примирить вот эти две фракции курдские, да, с одной стороны партию Демократического союза, связанную с РПК, и Курдский национальный совет, связанный больше с правительством, с кланом Барзани. Там эти переговоры идут, и новая администрация, вот буквально сегодня Госдепартамент США, он заявил, что они будут поддерживать курдов в Сирии, в частности, вот СДФ, Силы Демократической Сирии. И там уже, тем более, вот назначение Бретта Маккерка на вот этот пост, который был автором вот этих сирийских событий, то, что касается курдов, поддержки их и так далее. Вот ваше мнение в этом отношении, что-то кардинально изменится, или же надежды курдов на то, что вот этот добрый, знающий хорошо Байден, он там, значит, что-то кардинально изменит, они напрасны? Юрий Шамильевич, я вот немножко уже так косвенно сказал, что, как говорится, надейся на, как говорится, внешний фон, ну, в данном случае на влияние там одной из великих держав, ну, там, Соединенных Штатов Америки. Но в то же время решаться будет все в регионе, в курдском регионе, своими силами. То есть Байден, его администрация, они могут создать какие-то благоприятные условия, но преодолеть вот внутрикурдскую разобщенность, ну вот по примеру, как в Сирии. В Сирии там немножко, ну как бы ситуация военная, там война идет. И там, будем говорить, в какой-то степени проще. Ведь условие может быть такое. Мы продолжаем вам оказывать помощь при условии, если вы будете единым фронтом. Если, допустим, партия Демократического союза не согласна взаимодействовать с Курдским национальным советом или там интегрироваться как-то во власть, там, совместно там создавать органы какие-то, ну, и армейские, и гражданские, и так далее, и законодательство. То есть, чтобы в Сирии курды были единой силой, то мы вам сокращаем там и военную помощь, и финансовую помощь, и так далее. То есть, будем говорить, там влиять Байдену легче. Что касается иракского Курдистана, здесь у него вот такого широкого, ну что ли, фронта или возможности влиять, что на Патриотический союз Курдистана, что на Демократическую партию Курдистана. Нет, он в целом вот создал условия по отношению, вот сверху Саддама Хусейна, создали новую конституцию, коалиционное правительство, и американцы считают, что они по Ираку как бы свою функцию выполнили. Есть субъект федерации. Другое дело, что не воспользовались регионы там суннитские, шиитские, но курды создали иракский Курдистан на базе вот 4 провинций. И американцы считают, что они свою миссию по отношению к иракским курдам в целом выполнили. А дальше уже можно там сотрудничать. Вот есть у них там генеральное консульство, есть торгово-экономические отношения, есть какие-то вот, ну, в рамках иракского государства, так же, как и Российская Федерация. Мы же параллельно развиваем сотрудничество.
через генеральное консульство в Эрбиле и через Багдад с центральным правительством. Также примерно и американцы. Вот. А, допустим, помирить вот эти противоречия, которые все еще сохраняются между барзанистами и талабанистами, Патриотическим союзом Курдистана и Демократической партией, я говорю, американцы вряд ли эти противоречия смогут преодолеть. Был период, когда между ними, по сути дела, было вооруженное противостояние. Это 1994-1998 годы. Вот 4 года шла война между двумя основными курдскими группировками Ирака. Тогда американцы вынуждены были вмешаться. И они создали площадку переговорную там, в Европе. И при их участии было подписано мирное соглашение. Вот. А сейчас Байдену, ну, как бы нет вот такой необходимости сажать их за стол переговоров. Тем более в региональное правительство входят и представители группы Талабани, правильно? И партия Гаран, вот из Сулеймании. Поэтому я не думаю, что вот американцы будут играть такую активную роль в иракском Курдистане, как по, допустим, сплочению внутрикурдских сил и отстаивать их интересы, допустим, перед Багдадом. Нет, они считают, что это внутреннее дело, и, будем говорить, мяч на стороне курдов, все в их руках, и поэтому надеяться, что придет добрый дядя Сэм и их рассудит, не приходится. Вот. Надо самим вот сейчас уделить больше внимания именно внутрикурдской солидарности, отношениям. Может быть, даже Барзани как более влиятельному политику, более мудрому политику. Тем более он сейчас не президент, он как лидер. Может быть, ему выступить вот в такой роли примиряющего центра. Посадить за стол все политические силы. И талабанистов, и Гаран, и исламистов, и туркоман, там туркоманы есть. Вот. И поговорить о будущем иракского Курдистана. Может быть, как-то пойти навстречу, оказать какие-то уступки. Ведь они что добиваются сейчас, сепаратисты из Сулеймании? Что вот мы выйдем из иракского Курдистана, напрямую будем как бы сотрудничать. Будет у нас свой субъект федерации с Багдадом. Вот эти настроения, ведь надо их решать на месте самим курдам. Вряд ли американцы помогут в этом отношении. Ну и вторая проблема, которая вот в иракском Курдистане, такая как кровоточащая рана, это вот провокационные действия турецкой рабочей партии Курдистана. Несколько сот боевиков, два десятка функционеров, которые разъезжают по всему иракскому Курдистану и устраивают и теракты, и провоцируют, и служат, из-за них бомбят и иранцы. Не только турки бомбят, но и Иран иногда бомбит приграничные территории. А в Синджаре что они сделали? Они, по сути дела, местную власть езидов там дезавуировали. Там РПК сейчас делит власть в Синджаре, в Шангале, с Хашашаби. Дошли до чего? Что шиитские группировки, шиитская милиция и турецкая рабочая партия на иракской территории делят власть в сугубо Курдском районе. Вот эти вот вещи сейчас, они, мне кажется, на первом плане, и здесь американцы не помощники. Это вот чисто внутрикурдское дело, и надо этим больше заниматься, а тем более в условиях кризиса, в условиях пандемии, в условиях сокращения валютных вливаний из Багдада. Ведь некоторые по-прежнему ожидают вот тот же приток динаров там, или нефтедолларов. А казна-то в Багдаде тоже, будем говорить, преуменьшилась. И сейчас нет таких возможностей у Багдада выделять такие средства. Естественно, надо искать другие источники финансирования. Может быть, сократить госаппарат, сократить чиновников. Может быть, какие-то попробовать альтернативные отрасли промышленности на севере Ирака. Вот. Поэтому вот такие три проблемы. Первое, внутрикурдское единство. Второе, изолировать вот этих бандитов рабочей партии Курдистана, очистить свою территорию, вплоть до этих 20 бригад Пешмерга.
Ну и третье, вот попробовать найти источники финансирования. Здесь американцы бы могли помочь в третьем. Если какие-то проекты, инвестиции, может быть, даже кредиты, займы, вот здесь можно подумать. То есть материальная финансовая помощь со стороны Запада, ведь не только США, но и стран Европы может быть. Спасибо за внимание. Спасибо, Станислав Михайлович. И вот, наконец, последний вопрос у нас как-то затянулось. И, значит, мы как бы в стороне оставили роль России в этом регионе. Дело в том, что вот в последние годы, к сожалению, значит, поскольку мы говорим сегодня о, значит, политике США, между Россией и США по многим вопросам есть такие, ну, противоречия, и в том числе на Ближнем Востоке. И вот вопрос к обоим, и Станиславу Михайловичу, и Владимиру Игоревичу. Как вы думаете, возможно ли вот с новой администрацией США сотрудничество России вот в этом регионе? Ну, мне, конечно, и моим друзьям всегда, ну, хотелось бы, чтобы по курдскому вопросу вот эти две силы, две ну, великие державы, они как бы сотрудничали бы. И для этого есть все основания, потому что и США, и Россия, они как-то ну, хорошо к курдам относятся. И я с вами, Станислав Михайлович, абсолютно согласен, что здесь мяч на стороне курдов, вот, их единство, сотрудничество, их, значит, общая платформа или цель, она, конечно, для курдов это самое важное. Вот как вы думаете, в том числе и вот в треугольнике Россия, Иран и США, там Россия, Турция, США, Россия, ну и курды, США, и в Сирии, возможно ли есть какие, по-вашему, какие-то точки соприкосновения, чтобы эти две великие державы могли бы сотрудничать? Ну, вот по Ирану, кстати, вот по этому ядерному соглашению это было. Ну, может быть, я думаю, что поскольку Байден сейчас активно будет заниматься как раз реанимацией СВПД, я думаю, что здесь Россия будет способствовать его политике, и у нас было единое мнение с американцами, с администрацией Обамы, а вы знаете, что многие нынешние действующие политики, они занимались иранской проблемой, поэтому, конечно, вот в плане работы над возрождением СВПД, конечно, большие возможности сотрудничества Вашингтона и Москвы. Я думаю, это так будет. По другим вопросам сложно сказать. Почему? Потому что слишком много было сделано вразрез, так сказать, отношениям друг к другу. Поэтому ну, в Сирии найти что-то общее довольно трудно. То же самое, наверное, по Ираку. А вот здесь Станислав Михайлович упомянул Нагорный Карабах. Вот здесь вполне Байден может сработать так, чтобы каким-то образом содействовать. Кстати, и Иран, там тоже, вот вы знаете, сейчас приезжал министр иностранных дел Зариф в Москву, тоже это был вопрос, стоял об этом, и подключение Соединенных Штатов тоже возможно. Еще общий вопрос, это, который может развиваться в положительном направлении, это создание системы безопасности в Персидском заливе. В свое время я говорил, что в 2019 году Россия предложила развернутый план этого. Иранцы предложили свой план, но принципиальная разница между иранским и российским подходом – это то, что иранцы ограничивают вот эту систему только, так сказать, заливными странами только, а Россия предлагает подключить практически все заинтересованные стороны, и Соединенные Штаты, и Евросоюз, и Китай.
И потому что это действительно очень важный стратегический район. И, конечно, здесь нужно заниматься всеми. И вот в этом плане какие-то подвижки могут быть в отношении между США и Россией в плане создания вот системы безопасности в Персидском заливе. Спасибо. Юрий Шевич, я вот буквально тезисно. Ну, честно говоря, вот каких-то вот таких иллюзий мы питать не должны. Вот. Не так где-то давно на одной из конференций вот, в онлайн-формате я там тоже задавал вопрос одному, группе американских конгрессменов. Говорю, как вот российско-американские отношения? А они ответили однозначно, у нас отношений нет. Поэтому говорить о том, что мы там что-то будем развивать, ну, действительно, вот сегодня отношения заморожены. Где вот СНВ-3, вот сейчас появилась в повестке дня, нашли консенсус, на 5 лет продлили. Вот такие точечные. Дальше СВПД, Нагорный Карабах. То есть вот такие точечные вещи или, допустим, вопросы о недопущении военного столкновения между вооруженными силами США и России в Сирии. Вот тактического плана или как точечные вещи, да. Но о каком-то широком сотрудничестве в сфере международной безопасности, да и даже региональной безопасности. Вот как предложил Владимир Игоревич, уважаемый, возобновить вот то, что было уже начато, работу по безъядерной там зоне, по демилитаризации Персидского залива. Нет, создание системы безопасности. Система безопасности, да. Ну, там было несколько вариантов, несколько предложений, в том числе вот и демилитаризация этого района, о том, чтобы там превратить его в зону мира, там, сотрудничества и так далее. Но видите, это вот в нынешней ситуации, в нынешнем уровне отношений России и США, оно просто, будем говорить, отошло на второй план. Вот что касается Сирии, тоже такой яркий пример. Союз Штатов Америки, страны ЕС, Лига арабских государств, 20 государств, с исключением Ирака и Ливана. Турция признали режим Асада нелегитимным. Эрдоган прямо говорит, это государственный террорист номер один. Мы оказались в какой-то мере на обочине вот этих событий, поскольку с нами только Иран. Получается, с одной стороны мы и Иран, а с другой стороны, практически все мировое сообщество. Вот как мы можем решать или договариваться по Сирии, если у нас совершенно разные оценки легитимности самого режима Асада? Он исключен из Лиги арабских государств. Он объявлен террористом. Нашим же партнером по сотрудничеству с Сирией, Эрдоганом. Вот видите, какие могут быть переговоры с американцами? Естественно, только вот тактического плана. Поэтому я вот согласен с Владимиром Игоревичем, там, где форточка приоткрыта, СНВ-3, Нагорный Карабах, ядерная сделка, вот там надо тактически решать эти вопросы. А говорить о налаживании отношений, о размораживании, о встречах лидеров на высшем уровне, это сейчас нереально. Это, как говорится, вопрос будущего. Очевидно, обе стороны должны сделать большие уступки и шаги навстречу, чтобы этот компромисс помог в том числе и решать вопросы безопасности и глобальные, и региональные. И вот решить курдскую проблему, решить палестинскую проблему, решить проблему Нагорного Карабаха, приднестровскую проблему, кипрскую проблему и так далее. И кашмирскую. Можно спокойно. Да. Спасибо, Станислав Михайлович. Я хочу поблагодарить наших сегодняшних участников, и Станислава Михайловича, и Владимира Игоревича. Я надеюсь, это не последняя наша встреча, потому что события очень быстро развиваются, и
через некоторое время мы увидим уже реально, как будет действовать новая администрация США в этом регионе. И я надеюсь, что наряду с теми возможностями, которые вот вы перечислили и по Карабаху, и по ядерной сделке, и по некоторым другим, Россия вместе с США и другими странами сможет поднять и постараться справедливо решить, и в том числе национальный курдский вопрос. Спасибо вам за участие в нашей программе. И я хочу поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова за техническую поддержку нашей передачи. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим зрителям. Да. И читателям. До новых